В социальных сетях бурно обсуждают видеоролик, где якобы в Сокулукском роддоме отказались принимать роженицу, хотя на тот момент у нее уже отошли околоплодные воды. Медики пытались отправить ее в Бишкек. Ролик набрал десятки тысяч просмотров. Каждый осуждал поступок врачей. Эльвира Сатыбекова с подробностями. Сокулук районундағы төрет үйі. Келіншегім төрет. Айтпайсыз, не үшін қабыл алып жатасыз? Документі жақсы емес пе екен жа? Түшүндүрүп бердим. Жо, елге түшүндүрүңүз мына, ел көрүп турат сизди bu жакта коомчулук. Түшүндүрүп берем байке, мен приказ боюнча иштеп атам мен. Накануне бишкекчане были шокированы видео, на котором роженица, приехавшая рано утром со схватками в Сокулукский роддом, была, мягко говоря, отправлена в столицу. Супруг роженицы, который все снял на камеру, был возмущен тем, что якобы никакой медпомощи не было оказано. Более того, даже не предоставили карету скорой помощи. А врач, ссылаясь на приказ Минздрава о том, что роженицу нужно отправлять в Чуйский роддом. Как пояснила заведующая гинекологическим отделением Эльвира Исакова, это была ее смена. О том, что роженице не оказали первичную помощь – ложь. Супруг завел жену в кабинет, а сам стоял за дверью. За 15 минут ее осмотрели и выяснилось, что беременность проходила с патологией. А это не входит в их компетенцию. То есть по приказу Минздрава сотрудники больницы могут принять рожениц, у которых беременность проходит спокойно. Но даже несмотря на это, они оставили ее в этом роддоме, где она без каких-либо последствий родила девочку. Мы ее индуцировали. У нас по приказу, если женщина не в родах и какая-то патология появляется, и воды отходят, она должна родить уже во вторичном или в третичном уровне. Это город Бишкек. Там она под аппаратурой, да, под аппаратурой, под наблюдением аппаратуры, там все есть, все подключается, и за ребенком следят, и за женщиной. Вот в таких условиях она должна рожать. Однако нарушили, пришлось здесь роды принимать. В Минздраве нам пояснили, что каждое медучреждение работает в соответствии со своим профилем, и каждое оказывает услуги согласно своему протоколу. Если условия позволяют в этой организации оказать весь перечень медицинских услуг, которые требуются, там окажут. Вне зависимости, есть ли у пациента карточка? Нет, независимой и даже для граждан не нашего государства, то есть для всех пациентов всегда оказывается медицинская помощь, это обязанность медработника. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Сейчас мамочка хорошо себя чувствует, без дочки около 3 килограммов. В семье Балташевых, кроме долгожданной девочки, есть еще 3 сына. И сегодня вся семья пришла на выписку. Я прошу прощения у медперсонала, я погорячился, сами понимаете, и так шоковое состояние. Жена рожает, а тут не принимают. В общем, произошло недоразумение. Сейчас мы очень счастливы. Но все же по этому инциденту была создана специальная комиссия, которая ведет разбирательство, хотя родители девочки к медперсоналу претензий не имеют. Эльвира Сатыбекова, Оскар Уланулу, Общественный, Первый канал.